Встреча началась с приветствия. Президент тепло поздоровался с подростками, а они в ответ не скрывали радости и даже подготовили подарки, сделанные своими руками. Мы хотим вам подарить нашу работу, которая руками детей сделана. Пожалуйста, так как вы разбираетесь в живописи, мы хотели бы это вам подарить. Тут смысл в том, что крепость как бы символизирует нашу землю, наши традиции, историю, а воин — это наш абхазо-абазинский народ, который эту башню защищает. Позвольте поприветствовать вас в Абхазии. Для нас очень отрадно наблюдать, видеть, что потомки людей, которые ценой своей жизни, ценой здоровья отстаивали право абхазов жить на своей собственной земле, развиваться, строить самостоятельное государство, сегодня с любовью, уже в другое время, в мирное время, прибывают к нам в Абхазию, начинают общаться с абхазской молодежью, сохраняя эти добрые традиции, братские традиции взаимоотношения. Разговор с президентом получился открытым и живым. Ребята делились впечатлениями и задавали самые разные вопросы об экологии, традициях, будущем Абхазии. Но больше всего их интересовало, чем они сами и их сверстники могут помочь в развитии страны. Есть у вас какие-то программы молодежно-экологические или волонтерские проекты для защиты и очищения гор, озера и особенно моря? Если есть, могли бы мы, дети Северного Кавказа, в них поучаствовать? Буквально недавно, мы встречались с представителями молодежи, с представителями команды Абхазии в рамках тех программ, которые мы реализуем по направлениям. Как раз-таки присутствуют вопросы волонтерской деятельности, экологических вопросов, то, о чем вы говорили. Я буду благодарен, если представители молодежи из республик Северного Кавказа, Юга России активно включатся в эту историю. Говоря о сохранении традиций, президент подчеркнул, основа народа – уважение к старшим, язык и культура. Именно бережное отношение к этим ценностям, по его словам, определяет будущее. Какие абхазские традиции и ценности, по вашему мнению, самые важные и чему мы, молодежь, можем поучиться у них? Самое главное у абхазов — это, конечно, уважение. Это, как и у народов Северного Кавказа, это уважение к старшим людям. Вы, как люди молодые, понимаете, знаете, чтите эти традиции. Уважение к старшим, уважение к своей культуре, уважение к языку. У нас с вами в крови заложены общие традиции, которые необходимо чтить, соблюдать. Наш поведенческий образ должен быть сопряжен именно исходя из этих фундаментальных вещей. На вопрос о будущем страны Бадра Гунба ответил, что уверен, Абхазия сохранит независимость и будет развиваться. И именно молодое поколение станет движущей силой этих перемен. Через 10-20 лет, и какую роль в этом можем сыграть мы, молодое поколение Северного Кавказа. Мы все, каждый гражданин нашей страны исходит из этой мысли, что мы должны сохранять свое государство, сохранить свое государство, развиваться, строить добрососедские взаимоотношения с главным нашим союзником, братской нашей страной, Российской Федерацией. И мы в этом направлении именно будем продолжать двигаться. А ваша возможность вашего участия, откровенно говоря, уже началось. Сегодняшний ваш приезд, интерес к нашей республике — это именно то, что делает нас сильнее, то, что делает нас увереннее, что есть люди, которые искренне нам сопереживают, искренне нам помогают и всю свою жизнь будут рядом с абхазским народом.
На вопрос о маршруте для гостей из Северного Кавказа Бадрагунба напомнил, самой значимой дорогой для Абхазии остаются горные тропы, по которым когда-то пришли братья-добровольцы, чтобы поддержать республику в сложное время. Я хотела задать такой вопрос. Какой идеальный маршрут стоит проложить молодежи, которые хотели бы посетить эту чудесную республику? Я бы хотел вам напомнить, дорогие мои юные друзья, самый главный маршрут для нашей страны – это тот маршрут, который был выбран добровольцами Северного Кавказа через хребты, когда они приходили на помощь нашей маленькой республике и нашему народу. Это самый главный маршрут, через который сохранилась наша страна, дух нашего народа, укрепилось братство между нашими народами и тот маршрут, который народ Абхазии поколениями не забудет. И я хочу, чтобы через этот маршрут приходили к нам наши братья не в такие сложные времена, когда возникают угрозы для существования нашего народа, а чтобы эта тропа стала тропой, которая напоминает о нашем общем прошлом и о нашем будущем. Многие подростки благодарили за возможность познакомиться с Абхазией и встретиться с президентом. Для них эта поездка стала важным открытием, а воспоминания, по их словам, останутся на всю жизнь. Хочется сказать, что эта страна, она невероятно красивая. Буквально каждый уголок прихватывает дух. Хочется сказать огромное спасибо вам за вашу доброту, за ваше радушие, за то гостелюбие, за то гостеприимство, что проявила ваша страна, и за столь незабываемый отдых. С одной стороны, вроде маленькая страна, но здесь очень много разного всего красивого. Чего стоят Афонские пещеры, монастырь, озеро Рица, и даже Черное море само удивляет своими размерами. Как в такой маленькой стране помещается столько разных интересных мест? А я говорю только про места, но даже традиции и история может быть богаче даже больше стран других, которые превосходят по количеству людей или размерам. Меня очень удивила эта страна и очень рад, что посетил ее. Спасибо большое. В завершение Бадрагунба поблагодарил ребят за интерес и содержательный разговор. Он пожелал им успехов и отметил, что их всегда ждут на братской абхазской земле. Еще раз позвольте поблагодарить вас за ваш визит, за ваш интерес, который проявляете к небольшой братской гостеприимной республике. Вы всегда желанные гости, вы желанные люди на абхазской земле. Дай Бог вам удачи, успехов, развития в том направлении, в котором вы двигаетесь профессионально. И всегда знайте, что в Абхазии есть ваши братья, которые всегда вас примут и рады вас видеть. Спасибо вам огромное. Встреча прошла в теплой атмосфере. Подростки делились впечатлениями, благодарили президента и обещали вернуться в Абхазию снова. Заур Кварча, Торник Амичба, Абазатовы.